Китай дал новое назначение бывшему главе Центрального управления пропаганды Восточного Туркестана. Власти Китая назначили бывшего начальника отдела пропаганды Центрального комитета постоянным членом партийного комитета Уйгурского автономного района. Согласно сообщению Beijing Daily от 31 декабря, Центральный комитет Коммунистической партии Китая назначил Ван Цзяньсиня постоянным членом партийного комитета. Сообщается, что Ван Цзяньсинь родился в Хунане в 1972 году и окончил Китайский народный университет. Согласно отчету, Ван Цзяньсинь ранее был назначен главой отдела пропаганды Центральной комиссии по проверке дисциплины Китая и председателем Государственной контрольной комиссии. В Китае снесли 600-летнюю мечеть. В Китае разрушили 600-летнюю мечеть Дунгуань в сияющем городе, населенном мусульманами. 31 декабря в социальных сетях появилось видео, на котором было показано разрушение величественной мечети, имеющей давнюю историю. Влияние движения китаизации ислама, которое китайский режим вел в Восточном Туркестане в течение многих лет, распространилось и на мусульман Хуэй. Первоначально китайские власти снесли или переделали купола и минареты мечетей мусульман Хуэй в китайском стиле во имя так называемой антиарабизации. Теперь они начали публично сносить мечети. Бельгия проведет испытания отходов пассажирских самолетов для проверки данных Китая COVID-19. Бельгия проверит сточные воды с пассажирских самолетов, прибывающих из Китая. Хотя меры по борьбе с этим заболеванием были ослаблены в Китае, известном как отправная точка пандемии COVID-19, надежность данных, которыми делятся власти Пекина, остаются под вопросом. Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуры демаркации границы. По данным Кыргызского национального информационного агентства, 29 декабря президент Кыргызстана Капаров заявил, что Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуру демаркации границы, но не сообщил, какой документ подпишут две страны. Представитель Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан готов к обсуждению проекта соглашения о демаркации границ между двумя государствами. Кыргызско-узбекская граница имеет длину более 1300 километров, и конфликты из-за пограничного спора не прекратились после обретения двумя странами независимости. Южная Корея объявила, что ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях. Президент Южной Кореи Юн Сок Йель объявил, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о совместном планировании и проведении совместных учений по противодействию ядерным угрозам Северной Кореи. Мадуро в США: мы полностью готовы к нормализации отношений. После распуска Временного правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которого многие страны признали главой государства Венесуэлы, президент Николас Мадуро объявил, что его страна полностью готова к нормализации отношений с США.